Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. День российской печати. Лучших представителей СМИ Якутии поздравляют с профессиональным праздником. Медицина в Южной Якутии. Какую стратегию разработали в Ниренгринском районе по развитию отрасли? Покорители холода. В Якутии стартовала экспедиция. Какова цель участников? 14 групп на карантине. Случаи заболеваемости ветряной оспой фиксируют в детских садах Мирнинского района. Как дела в Алдане? Обзор новостей и событий района в конце выпуска. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в Москве для проведения российско-турецких переговоров. Ожидается, что позднее к переговорам присоединятся глава правительства национального единства Ливии и маршал Ливийской национальной армии. Решение об их участии было принято после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таyyip Эрдоган призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и незамедлительно приступить к диалогу. Со своей стороны ливийцы положительно оценили эту идею заключить перемирие, однако подчеркнули, что в случае нарушения договоренности от каждой из сторон последует ответная реакция. Боевые действия прекратились в регионе в ночь на воскресенье, 12 января. Счетная палата России по итогам мониторинга хода мероприятий по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подготовила ряд предложений для правительства. В частности, предлагается установить в нацпроекте коэффициент сцепления с дорожным покрытием и требования к показателям обустройства дорог, дорожные знаки, разметка, светофоры, ограждения и другие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. В рамках именно этой программы продолжится работа в Якутии. 180 километров региональных дорог введут в республике в 2020 году и 22 километра в столице региона. В текущем году завершится строительство дороги Алдан на участке Джебарики-Хая-река Саландо и строительство региональной дороги Кабяй. В рамках нацпроекта продолжится и строительство дороги Абалах в Мегинакангаласском районе. Ее строительство началось аж 20 лет назад. Трасса пролегает от села Мая через Мегинакангаласский и Чурапчинский районы и обеспечивает самый короткий выход на федеральную трассу Колыма и региональную дорогу Амга. Ремонтные работы пройдут на автодорогах Амга, Нам, Анабар, Умнас, Яна, Барагон, Волба, Булун. К другим темам: выплаты за сверхурочную работу, а также работу в ночное время, в выходные и праздничные дни и совмещение профессий не должны входить в состав минимального размера оплаты труда. Такие рекомендации дали регионам по установлению зарплат бюджетникам. Кроме того, в этом году рекомендации определяют доли окладов в структуре зарплат бюджетников разных категорий. Так, у работников образования, учреждений физкультуры и спорта они должны составлять не менее 70%, здравоохранения – 55%. Изменения коснулись и государственных учреждений ветеринарии. В документе прописаны особенности установления стимулирующих выплат этим работникам при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, повышенная оплата труда за работу вне стационарных пунктов. Тем временем в России изменят структуру оплаты труда учителей. Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения страны Ольга Васильева. Цитата: «Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», рассказала глава ведомства. Кроме того, министр отметила, что проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты. По сравнению с действующей версией, они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%, сообщила федеральный министр.
Повышение пособий по безработице до уровня прожиточного минимума могут обсудить в этом году в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая координирует российскую трехстороннюю комиссию. По данным издания, изначально консультации были запланированы на 2018-2020 годы. Генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами по инициативе последних. Однако обсуждения пока не состоялись. В настоящее время до планки, предложенной профсоюзами, не дотягивают даже максимальные выплаты – 11 300 рублей для предпенсионеров и 8 тысяч рублей для остальных граждан. Обращение к властям Якутии в социальных сетях приравняли к официальным запросам. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе расширенного планерного совещания. Поступает достаточно большое количество обращений от населения через аккаунты на массовых интернет-площадках. Так как порядок их рассмотрения не урегулирован федеральным законом, в республике утверждено положение о порядке работы с сообщениями граждан в соцсетях. К ним относятся обращения, жалобы и предложения граждан, поступающие через официальные страницы главы и правительства Якутии. Сегодня в стране отмечают День российской печати. За вклад в развитие этой важной сферы в Доме правительства отметили наградами лучших представителей средств массовой информации республики. Сюжет Дмитрия Тымырова. Как и прежде, зал был полон. Здесь сегодня собрали лучших из лучших. Люди, которые своим непосильным трудом внесли свой вклад в развитие региональной журналистики. Каждый из них отмечает, что это лучший день, когда их работа по праву оценивается. Государственную премию имени Василия Никифорова «Кулимнур» получила наша коллега Евдокия Избекова. Вы знаете, что телевидение – это коллективная работа. Человек в одиночку ничего не может сделать. Я очень благодарю тех режиссеров, ту команду, которая со мной постоянно работает. Это режиссера Галину Накентьевну Раевскую и оператора Илью Жараева, звукорежиссера Данила Еремеева. Вот это малая часть нашей команды, которая создают произведения. А премию главы региона имени Николая Мординова Амма Ачигия получила Елена Слепцова Корсуннах, член Союза писателей России. Еще одна наша коллега Альбина Тарабукина из дирекции радиовещания стала обладателем премии имени Афанасия Илларионова Государственного собрания «Илтумен». Вы знаете, в первую очередь это большая ответственность. Ответственность перед избирателями, перед Государственным собранием «Илтумен» и, конечно же, перед земляками Афанасия Петровича Илларионова. Думаю, что моя творческая биография также будет продолжаться. Я думаю, что также будем работать с Государственным собранием «Илтумен». И я очень рада, что внесла небольшую лепту в развитие и становление якутского парламентаризма, и, конечно же, становление государственности в целом. Также благодарственными письмами и грамотами были награждены и другие наши коллеги. Это Туяра Малукова, Мария Трофимова. Они получили благодарственные письма главы региона. Грамоту правительства республики получила Фенна Пластинина. Знак заслуженного журналиста региона получили коллеги по цеху из Сунтарского улуса. Борис Николаев, директор, редактор газеты «Сунтар Санунара», и Борис Павлов, редактор-директор республиканского книжного издательства «Камелек». Можно сказать, что мы оседлали цифровую эпоху. Сейчас в каждой социальной сети имеется аккаунт традиционных средств массовой информации. НВК Саха, наше региональное телевидение, звучит почти в каждом смартфоне, можно сказать. В каждом спутниковом канале у нас имеется свое цифровое региональное телевидение. Печатные средства массовой информации в погоне за своим радиослушателем, читателем пошли именно в цифровую среду, и мы развиваемся. И сегодня, в этот прекрасный день, мы признаем заслуги нашего журналистского сообщества. А торжественный праздник, посвященный Дню печати, традиционно завершится балом прессы, где также будут награждать лучших представителей средств массовой информации. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
Первая в мире экспедиция «Покорители холода» накануне стартовала в Якутии. Участники будут искать и фиксировать самые низкие температуры в Аймяконском и Верхоянском районах самого холодного региона страны. И сегодня наш телеканал получил первые кадры от одного из участников этого проекта, блогера Ильи Воскресенского, где он рассказывает о начале увлекательной экспедиции. Подробности в сюжете далее. 8 утра, Якутск. Мы выдвигаемся. Сейчас минус 25, нам надо найти минус 50. Все, поехали. Это мы заехали в клуб любителей плавать за минус 30. Сейчас они будут прыгать вот сюда. За бортом минус 30 с лишним. Несмотря на то, что наша экспедиция называется «Покорители холода», все же вот эти дедушки, бабушки, эти люди, вот они настоящие покорители холода. Те, кто живут здесь и не просто боятся холода, как мы, а они его покоряют. Идут и в этот минус 30 с лишним плавают в озере. Я, честно, какой покоритель холода? Пшик просто среди того, что здесь творится. Уходим на короткую паузу, буквально полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Медицина в Южной Якутии. Какую стратегию разработали в Ниренгринском районе по развитию этой отрасли? 14 групп на карантине. Случаи заболеваемости ветряной оспой фиксируют в детских садах Мирнинского района. Как дела в Алдане? Обзор новостей и событий района в конце выпуска. Якутия-24 в прямом эфире. Продолжаем выпуск. Увеличен базовый тариф на электроэнергию на Дальнем Востоке до 5 рублей за киловатт. В прошлом году этот показатель был установлен в размере 4 рублей 69 копеек. Получается, что базовый уровень цен на электроэнергию для некоторых регионов Дальневосточного федерального округа увеличился на 6,6%. Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предусматривает снижение тарифов на электричество для промышленных потребителей 5 регионов за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях страны. Изначально механизм должен был действовать 3 года, но в декабре 2019 года Госдума приняла закон о продлении срока действия механизма еще на 1 год до 1 января 2021 года. Список получателей налоговых льгот стал шире. В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если же больше, налог рассчитают за оставшуюся площадь. Кроме того, в силу вступает льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида. Это может быть, например, жилой дом или его часть, квартира, комната, гараж. Из каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него. Условие одной недвижимости не должна использоваться в предпринимательской деятельности. Это уточнили в Федеральной налоговой службе. В России появится официальный реестр производителей школьной формы. Образовательные организации смогут закупать ее централизованно у российских производителей. Одним из главных условий станет соответствие продукции Санпину. Напомним, сейчас по закону вид, фасон и учет ученической формы определяют сами школы с помощью локальных нормативных актов.
Но покупать одежду у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны. Многие школы идут по простому пути – светлый верх, черный низ. Родители же выбирают комплект, исходя из возможностей своего бюджета. Если поправки в закон будут приняты, определять порядок заключения школами договоров на централизованную поставку формы смогут региональные власти. Но при этом важное условие – согласие большинства родителей. Ведь именно за счет мам и пап будет закупаться одежда для большинства учеников. Мусорные баки в столице республики после новогодних праздников переполняются пожелтевшими и осыпавшимися елками. Как дать вторую жизнь новогодней красавице? И есть ли в Якутске альтернатива простому вывозу их на свалку? Разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагин. Главный праздник отгремел, и Иннокентий решил попрощаться со своей новогодней красавицей, которая выполнила свое главное дело. Все эти дни дарила радость его семье. И тут сразу встает вопрос, куда ее деть? Ну, праздники закончились, елки вот выкидываем. Думал, может, на переработку отдать. Искал в Якутске, где можно сдать или что-нибудь в этом роде, как в других городах. Но нигде такого нету, так что вот один выход – выкидывать мусор. Жизнь этой красавицы предопределена. Прямо сейчас ее увезут на мусорный полигон для дальнейшего захоронения. В Якутске это единственный способ ее утилизации. За сегодняшний день это третья елка, потому что еще старый Новый год и так далее. В других регионах переработка отслуживших елок – прибыльный бизнес. В Уфе зернодробилка превращает елки в удобрение. Белгородцы подошли к вопросу по-хозяйски, перерабатывая древесину в топливные брикеты. А новосибирцы сдают свои елки зоопарку. В якутском же зоопарке такие елки брать отказываются. В силу того, что корма вообще они как бы под строгим наблюдением, да, под строгим контролем, и то, что попадает животным, необходимо точно знать, что ты даешь. А ели, вы знаете, что сейчас и серпантины, и мишура какая-то, там остатки иголочек могут остаться, и потом различные пульверизаторы используют, да, для того, чтобы елки блестели там, ну и прочее, да. То есть елки от населения зоопарк не принимает. Согласно нацпроекту «Чистая страна» в России к 2024 году планируется переработать до 60% бытового мусора. Цифра из области фантастики, учитывая, что сегодня в России эта цифра достигает всего 7%. В Якутске у нас вообще процент переработки очень маленький, потому что у нас вообще большая проблема в целом создания системы переработки. У нас должны быть переработчики, их довольно много, они на свой фактически страх и риск, энтузиазм занимаются этим. Большой бизнесом это не назовешь, без поддержки государства это на ноги не встанет. Тем временем шестиклассница Нария Федорова придумала свой способ переработки домашней елки. Вместе с мамой они сделали витаминный напиток из хвои. Я надрезала хвоинки и настаивала. Добавила лимон и горячей водой залила. Из стола я собираюсь сделать украшения. Какие? Медальоны, серьги, может быть, браслеты. Я не знаю, ну посмотрю. В европейской части России популярностью пользуются елки в катках. После окончания праздника такие елки украшают балкон или сад. Суровые климатические условия севера предлагают немного иной выход ее хранения. В зиму они должны уйти в мороз, а потом постепенно заносят в тепло, и в теплом помещении они должны сохраняться до осени, для того, чтобы снова уйти в мороз. Ну, примерно вот такая картина. Пока такой способ использования новогодних елок в Якутии не популярен. Да и вторую жизнь высохшей елки мы тоже дать не смогли. Если в Якутске невозможно переработать даже самые из безобидных материалов, что говорить о другом мусоре, которого из года в год в столице становится только больше. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. В Ленске были выделены средства на отлов собак, а также на строительство питомника, который будет возведен этим летом из городского бюджета, а из районной казны на приобретение машины, специально оборудованной клетками для животных. В октябре за дело принялась известная в городе некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты». Им было выделено свыше 340 тысяч рублей на отлов и содержание бездомных животных. За этот короткий период в питомнике разместили попеременно 78 собак, из них 43 стерилизовали.
Все они после этого были выпущены назад на улицы города. И люди продолжают на это жаловаться, на большое количество собак в городе, на их агрессивное поведение. Но теперь даже этот факт не дает права на эвтаназию из-за вступивших в силу изменений. Изменения, вступившие в 2020 году, уже ужесточились и говорят о том, что даже если собака на сегодняшний день или животное агрессивно себя ведет, то это животное обязаны содержать полностью на все протяжение до ее естественного ухода. В этом году у нас имеется в бюджете 200 тысяч собственных средств, то есть муниципального образования города Ленска. Субвенции мы пока еще не получили, поэтому на эту сумму сегодня мы готовим объявление конкурса для продолжения работ по содержанию безнадзорных животных. Случаи заболеваемости ветряной оспой зафиксированы в детских садах Мирнинского района. Из 286 групп районов 14 ввели режим карантина. Во всех дошкольных образовательных учреждениях проводят режимно-ограничительные мероприятия. В учреждениях регулярно проводят осмотр детей, замеры температуры. Предварительная дата завершения карантина назначена на 23 января. Чаще моют, чаще убирают, чаще проветривают. Процент дезинфицирующих средств, применяемых в карантинные мероприятия, выше намного. Да? И на сегодняшний день у нас заканчивать будут в 55-м саду. Ну, мы надеемся, что заканчивать. Плотно мы переболели, прослойку получили, иммунитет выработали, скажем так. Да? И мы надеемся, что достаточно высокий, скажем, да, такой барьер уже пройден. Разработанная по поручению главы Республики Айсена Николаева и специалистами Ниренгринской ЦРБ стратегия развития медицины района предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию 12 объектов в течение 5 лет. В эти планы входит и открытие врачебной амбулатории в поселке Хани Ниренгринского района. Подробнее Александра Цыбикова. Впервые в истории поселка Хани появится первая врачебная амбулатория. Раньше там была ведомственная амбулатория РЖД, которая не отвечала требованиям санитарных норм и правил. Правительством была поставлена задача организовать в поселке современную и соответствующую всем требованиям врачебную амбулаторию. После согласования РЖД осуществила передачу здания в собственность республики. На сегодняшний день глава поселка Хани осуществляет процедуру его регистрации. В этом плане работа. На сегодняшний день в амбулаторию уже завезены материалы. Сейчас в этом месяце приступают рабочие к ремонту. То есть они уже готовят помещение для предоставления его Роспотребнадзору, чтобы получить на это помещение лицензии. До этого ханинцам приходилось обращаться за медицинской помощью в ближайший поселок Новая Чара Забайкальского края, располагающийся аж в 150 километрах. Но ждать осталось недолго. На данном этапе идет завершение капитального ремонта в одноэтажном каменном здании площадью более 700 квадратных метров. Для максимальной доступности оказания медицинской помощи населению поселка Хани открыть при амбулатории дневной стационар. Всего в день мы сможем пролечивать 9 пациентов, как взрослых, так и детей. А в четвертом квартале 2019 года и на первый квартал 2020 года Министерством здравоохранения предусмотрено финансирование на закупку 7 единиц медицинской техники. Это электрокардиографы, это паровые стерилизаторы, аппарат искусственной вентиляции легких, ингаляторы, шприцевые насосы, ну и так далее, по необходимости в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В штатный состав врачебной амбулатории будет входить 5 единиц персонала. Это заведующий врач общей практики, старшая медицинская сестра, процедурная медсестра, постовая и уборщица. Что касается узких специалистов, то в Ниренгринской ЦРБ есть мобильная бригада, которая регулярно по графику выезжает в отдаленные населенные пункты, в том числе и в поселок Хани. Ориентировочное открытие врачебной амбулатории состоится в марте месяце. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Ниренгри. На этом выпуск завершаем. Далее смотрите обзор новостей и событий Алданского района. Слово передаю коллегам.